Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня мы продолжаем занятия по нашей политической учебе. Значит, мы продолжаем изучать программу Коммунистической партии Российской Федерации, которая была принята, как мы говорили, в 1993 году, и затем внесены определенные поправки. Но я думаю, что наша программа, она, конечно, не застывший документ, как и учение Маркса, марксизма-ленинизма, да? А это развивающееся учение. Поэтому возможны и дальнейшие какие-то добавления или изменения в нашей программе. Сегодня мы будем рассматривать второй раздел программы. Первый раздел, как вы помните, назывался «Современный мир. Россия». Второй раздел, он немножко крупнее, называется так: «Уроки истории и пути спасения Отечества». Так как мы ведем занятия по полчаса примерно, так, то сегодня мы рассмотрим первую половину этого вопроса «Уроки истории». А пути спасения Отечества, известный переворот 91 года и так далее, рассмотрим в следующий раз. Итак, о чем говорится во втором разделе программы Коммунистической партии Российской Федерации? Во-первых, тут говорится о том, что, оценивая закономерности развития человечества, КПРФ исходит из того, что каждый народ и каждая страна должны реализовать эти закономерности с учетом своих особенностей и исторического опыта. И это в полной мере относится к нашему Отечеству. Россия внесла уникальный вклад в развитие человечества благодаря самоотверженному труду и ратным подвигам ее народов, своеобразию общественного сознания, духовному горению ее великих писателей, музыкантов и художников, ученых и инженеров, подвижничеству поколения русских патриотов, революционеров. Будущее нашего Отечества можно строить только на этом прочном фундаменте исторической преемственности. Коротко тут немножко добавлю. Да, действительно, в свое время учение Маркса, Энгельса и Ленина, марксизм-ленинизм, так, как учение для всемирного пролетариата, оно, тем не менее, об этом и наш профессор Лазарь Степанович Филиппов говорил, что в каждой стране это учение, конечно, претворяется в жизнь. Это учение, закономерности исторического процесса, они притворяются с учетом национальных особенностей, прежде всего, той или иной страны и ее исторического опыта. Об этом первый абзац, да? Говорится, что нельзя строить будущее любой страны, в том числе нашего Отечества, не учитывая опыт прошлого. Мы все-таки являемся действительно потомками, последователями предыдущей истории. И опыт истории, конечно, всегда надо учитывать. Далее говорится следующее. Сложное переплетение геополитического положения, национальных и экономических обстоятельств сделали российское общество носителем самобытной культурной и нравственной традиции. Основополагающими ее ценностями являются общинность, коллективизм и патриотизм, теснейшая взаимосвязь личности, общества и государства. Отсюда вытекает стремление народа к воплощению высших идеалов правды, добра и справедливости, к равноправию всех граждан, независимо от национальных, религиозных и прочих различий. Эти качества являются важной предпосылкой восприятия массами освободительных революционных идей. Здесь говорится в этом абзаце о том, что наша страна действительно имеет свои уникальные особенности, да, которые вытекают как из очень большой, более чем тысячелетней истории существования российского государства, вытекает из религиозных, национальных, можно сказать, природно-климатических условий, да, все эти моменты, они выделяют нашу страну, наши народы
в том плане, что вот они действительно, ну, с древности у большинства наших народов, да, если не у всех, преобладает коллективизм, так, патриотизм очень высокий в нашей стране, потому что постоянно приходилось воевать. Так, из более чем тысячелетней истории, 700 с лишним лет, Россия воюет, постоянно воюет, ну, чаще всего, конечно, ведя оборонительные войны, ну, иногда и, конечно, когда это было в более ранние века, дошло расширение государства, вот, присоединение новых территорий. И вот, исходя из этих особенностей, да, ну, еще что тут отмечает, взаимосвязь личности, общества и государства. Ну, у нас вот, вот этот момент, да, и стремление, ну, как бы эти качества, ну, ряд других, высокая духовность, так, значит, что еще можно сказать, у нас, ну, действительно, общество, наши народы вообще привыкли жить, у нас страна северная, мы привыкли жить в очень сложных природно-климатических условиях, считают, что вот только русские, другие народы, да, могут выдержать такие очень сложные условия, вот другие народы живут в более мягких условиях, более как бы. И вот все это говорит о том, что наши народы издавна стремятся к идеалам правды, добра и справедливости. Вот это как бы вот сами национальные, религиозные и прочие моменты, они ведут к этому. Да? К равноправию всех граждан, независимо от религиозных, национальных и других отличий. Ну и вот этот момент, что наши народы, обладая такими качествами и стремящимися к довольно высоким духовным нравственным ориентирам, они готовы, ну, более восприимчивы, что ли, оказались более восприимчивы. Ну и не будем плохо относиться к другим народам, да, мира, но наши вот народы нашей страны, они как бы оказались более восприимчивы к освободительным революционным идеям. Почему у нас, собственно, и произошло очень много подобного рода, значит, восстаний и революций. Так, ну и далее вот действительно говорится, российская история полностью подтверждает взгляд на роль революции как локомотивов истории. Ну, это Маркс сказал в свое время, что революция – это локомотив истории. Или революция – это локомотив истории. Без крестьянских войн Разина и Пугачева, идеи Радищева, восстания декабристов, самоотверженных усилий Герцена и Чернышевского не исчезло бы крепостное право, говорится далее. Без революционных сил не рухнул бы царизм. Без деятельности Ленина и большевистской партии не был бы осуществлен прорыв человечества к принципиально иному общественному строю. Не утвердился бы порожденный историческим творчеством масс новый тип власти Республика Советов. Значит, ну вот, как бы подтверждая вот предыдущий абзац, да, мы вот говорим о том, что, да, наша страна, ну и другие страны, конечно, да, были связаны с идеями освободительных, значит, войн, восстаний, вот, были революции во всех странах, но именно в нашей стране впервые дело дойдет до смены, значит, дойдет до свержения царизма, свержения буржуазии российской и приходу к новому, принципиально новому, сказано, общественному строю, то есть к социализму, коммунизму. Да? И только в нашей, ну не только в нашей, а именно впервые в нашей стране появился такой новый тип власти, как Республика Советов. Ну, Советы – это порождение народных масс. Вот они, Советы, как коллективный орган организации масс, такой коллективный орган организации масс, он появился в годы Первой русской революции. Ивановские ткачи, Иваново-Вознесенск тогда город, да, Ивановские ткачи первые создали в 905 году Совет уполномоченных, тогда назывался он. Ну, а затем он стал называться, вы знаете, Советы рабочих, крестьянских, солдатских депутатов, казачьих депутатов и так далее. Великая Октябрьская социалистическая революция была для России единственным реальным шансом национального самосохранения в обстановке военного, политического и экономического краха,
распада страны и полной недееспособности правящего буржуазно-помещичьего блока. Закономерным проявлением созидательного характера Великого Октября стало образование Многонационального союза СССР. Тоже коротко комментарий к этому абзацу. Почему Октябрьская революция, мы считаем, явилась спасением, в определенной мере спасением для наших народов? Потому что еще царская власть ввязалась в Первую мировую войну. Первая мировая война — это была мировая бойня, впервые таких масштабов. И Россия, будучи финансово, экономически зависимой от ведущих европейских держав, Америки в определенной мере, она вступила в эту войну, защищая Сербию, конечно, вы помните, но тем не менее она явилась таким союзником, самым слабым союзником Антанты, которая должна была помогать нашим этим зарубежным союзникам Англии, Франции и так далее, которые, тоже, как Первая мировая война, тоже терпели поражение, и Россия должна была их спасать. Но ни одна страна, и тем более Россия тогда все-таки считалась, как бы ни говорили, что к 2013 году она вышла на 5-е место в мире по экономическому потенциалу, и не по экономическому, по промышленному объему производства в целом, не на душу населения, а в целом, на 5-е место в мире. Но она являлась все-таки еще достаточно отсталым государством, в котором переплетались очень многие. 5 укладов, говорит потом Ленин, 5 укладов перекликались. Преобладающая, конечно, тенденция шла это капиталистическая, но в значительной мере сохранялись феодальные и даже дофеодальные порядки на окраинах государства. Возьмите нашу Якутию. Патриархально-феодальный строй был у коренных народов. Поэтому, конечно, все страны, война затянулась на 4 года, ни одна страна не была готова к такому длительному противостоянию. Россия в том числе, Россия в особенности. Будучи капиталистическо-феодальной страной, она не выдержала, конечно, этих испытаний. Есть мнение, что она даже проигрывала войну, в определенной мере. Или даже проиграла ее уже чуть не в 16-17 году. Самое главное, что пришло в расстройство, во Второй мировой войне, в Великой Отечественной, вы знаете, фронт и тыл были очень тесно связаны, и, как говорится, дополняя друг друга, одержали историческую победу. 80 лет будем отмечать на будущий год. А в Первой мировой войне этого не было. Тыл в значительной мере лихорадило. Тыл не справлялся с военными заказами. Тыл, как говорится, приходил в расстройство, и транспорт, и промышленные предприятия, и сельское хозяйство, так как очень много крестьян было призвано в армию. И мало того, нарастали, к Октябрьской революции, скажем, к 17 году, нарастал целый, как говорится, целая такая целый ряд вопросов, которые, говорят, 4-5 групп противоречий, которые нарастали к этому времени. И, в том числе, один из таких очень важных вопросов, это национальный вопрос. Он в царской России не был решен. Он вообще очень сложный вопрос. И фактически уже страна распадалась. Украинская Центральная Рада заявляла о своих претензиях, о автономии и так далее, и чуть не выходе. Финляндия, вы знаете, Польша, которые входили тогда в состав Российской империи, тоже, конечно, уже фактически стояли на грани выхода. И многие другие. В стране проходило такое брожение. И с помощью рабочего класса и крестьян царизм был свергнут. Крестьян, одетых в солдатские шеведы, солдаты в основном и рабочие, помогли буржуазии свергнуть царизм. Но пришедшая к власти буржуазия, сменявшая трижды свой состав, она сменила с марта по октябрь. Последним руководителем был Керенский, как вы знаете, юрист такой известный, активный политический деятель, земляк Владимира Ильича Ленина, тоже из Симбирска. Керенский и его правительство, тем более, оно уже не могло фактически управлять страной. Страна не подчинялась этой власти,
Ну и как тогда говорили, власть валялась на дороге. Так? Короче, страна действительно стояла накануне определенного кризиса. Ну и не только поражение от германских войск, что могло быть, но и, как говорится, в определенной мере вот наши бывшие союзники, как это потом покажет, и гражданская война, и иностранная военная интервенция, они рады были расчленить нашу страну, как и сейчас, и завладеть нашими богатствами. Вот все это создавало опасность, значит, краха страны. Вот. И поэтому партия большевиков, хотя ее там предупреждали, меньшевики и так далее, что вы забегаете вперед и так далее, но Владимир Ильич Ленин, будучи смелым политиком и возглавляя самую такую активную партию политическую, он взял на себя смелость, значит, провести Октябрьскую революцию и, значит, взять власть в свои руки. Ну и вы знаете, что Октябрьская революция, как социальная революция, о которой говорил Маркс и Энгельс, да, она проводится не для того, чтобы, как говорится, там, навязать какую-то новую волю, опять, как говорится, эксплуататоры эксплуатируемые, а новая республика Советов, ну, она будет называться Российская республика, Советская республика, вот так, да, первое название, по-моему, она создавалась для созидания. Вообще новый строй, социализм, коммунизм, он создается для созидания. Вообще Маркс и Энгельс в свое время говорили о том, что настоящая подлинная история человечества начнется именно с переходом к социалистическому способу производства, социалистической форме правления, к социализму, коммунизму, потому что вот эта пятая формация, она созидательная, она не разрушает, она не создает противоречия внутри себя, так? Она работает в интересах всех народов и всех слоев населения. Идем дальше. Наша страна выступила, ну тут далее говорится, вот, да, и вот говорится, что закономерным проявлением созидательного характера нашей революции явилось образование Союза СССР. Союза СССР, да. Ну, Союз СССР, значит, для того, чтобы страна не распалась, вот, ну, после гражданской войны, интервенции, да, Владимир Ильич Ленин предложил объединиться, так, всем народам, вот, и создать вот действительно такую форму. Идем дальше. Наша страна выступила первопроходцем социалистического строительства. Однако необходимость доделывать многие накопившиеся в капиталистической России проблемы и враждебное окружение, да, и вот, доделать эти проблемы, и плюс враждебное окружение, которое в это время вокруг страны сложилось, Советской России, наложили на этот процесс существенный отпечаток. Ну, тоже вот немножко тут как бы дополняя. Смотрите, у нас произошла Октябрьская революция, вот о чем там предупреждали меньшевики, да и другие, как говорится, да, недоброжелатели большевиков. Они говорили о том, что наша страна не созрела для социалистической революции, что наша страна отсталая, наша страна крестьянская, у нас мало рабочего класса, рабочие классы не очень сознательные пока, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому, ну, действительно, когда большевики взяли власть в России, так, стояла задача не только начать новое строительство, но вообще-то надо было доделывать многие капиталистические решать проблемы. То есть надо было задачи демократического, так называемого, порядка решать, которая не решила власть буржуазии. Но она недолго сидела у нас, да, меньше года, меньше полугода даже. Так, и в то же время надо было решать задачи социалистического уже порядка. И вот этот процесс потом удачно будет найдена Владимиром Ильичем Лениным форма НЭПа. НЭП это, в общем-то, да, это уступки капиталистическим отношениям, да, вот, частному капиталу, частно-собственным интересам, мелкобуржуазным интересам, крестьян прежде всего, да. Но это нужно было сделать для того, чтобы решить капиталистические задачи. Ведь такие задачи, как, смотрите, 8-часовой рабочий день, это во всех капиталистических странах уже было решено, у нас не было в царской России. Допустим,
Помещичье землевладение надо было ликвидировать. Во всех странах ликвидировали уже. Так? Ну, в значительной мере, во всех почти так. И крестьяне становились арендаторами, там, фермерами и прочее. Да? Вот. Далее, значит, не был решен, ну, вот земельный крестьянский вопрос очень сложный, его надо было решать. Не был решен национальный вопрос. Хотя во многих других странах, ну, многонациональных, там в определенной мере какие-то подвижки были. У нас же, значит, этого не было. И ряд других вот вопросов, ну, даже вот всеобщая грамотность, так? В других странах уже, ну, более развитых. Там население было, по крайней мере, начальное образование почти имело большинство населения. У нас этого не было. В общем, очень многие вопросы, которые решаются еще на уровне капитализма, приходилось решать в Советской России. Ну и плюс социалистические задачи. Это национализация, как говорится, основных отраслей народного хозяйства. Вот, это власть советов, ну и так далее. Вот социалистические задачи, они тоже, нужно было их решать в значительной мере. Так? Вот, сближение классов, ликвидация классов в конечном итоге, так? Сближение наций, создание Советского Союза и так далее. Вот вопросы социалистического порядка, они решались попутно с капиталистическими. Вот это вот тоже было очень большой сложностью для нашей страны. Но у нас, знаете, у нас там вопросы даже феодального порядка. Мы дожили от феодализма некоторые. Ну, у нас потом так и произойдет. Да? То есть Ленин выдвинет даже такую идею о том, что некоторые народы могут, минуя капитализм, перейти к социализму. Ну, в какой-то мере это было осуществлено. В определенной мере, так, в нашей стране, в том числе в Якутии и так далее. Якутия же патриархально-феодальная была область, так, край. И вот от этих неразвитых, не очень развитых феодальных отношений мы шагнули сразу, минуя капитализм, к социализму. Так, идем дальше. Была установлена власть трудящегося большинства, осуществлен переход к плановому ведению народного хозяйства на основе общественной собственности. Это вот уже социалистические задачи. Так? Советские люди быстро справились с задачами восстановительного периода, добились огромных социальных и культурных завоеваний. Дальнейшее развитие событий показало правильность курса партии на построение социализма в одной отдельно взятой стране. Ну, тут тоже вот немножко прокомментирую. Значит, ну, во-первых, вот Владимир Ильич Ленин, он как бы развивал марксистско-ленинскую теорию, и Ленин действовал уже в другом периоде. Вот если Маркс и Энгельс жили, скажем, в период еще первоначального там капитализма конкурентоспособного, без монополий, до монополистического капитализма, да, то Ленин уже, значит, жил в период, когда на авансценную историю вышел империализм, то есть господство монополий внутри стран, и даже международных союзов монополистов стали создаваться. И вот в этих условиях, значит, Ленин сделал вывод о том, что революция, вот тоже он пошел как бы наперекор там взглядам Маркса и Энгельса, которые говорили в свое время, что социалистическая революция должна победить прежде всего в самых передовых странах Европы. Ну, таких как Англия, Франция, Соединенные Штаты там, и так далее. Да? Вот эти страны должны показать пример другим народам, перейти к социализму и так далее. Капитализм должен подготовить в определенной мере материально-технические условия, материально-техническую базу. А Ленин сделал вывод о том, что в условиях империализма мир начинает развиваться очень неравномерно. И в этих условиях, значит, теория Маркса уже, ну, вернее, взгляды вот эти Маркса о том, что в передовых странах, прежде всего, должен победить социализм, не совсем, ну, не всегда это правильно. Хотя, конечно, могло быть такое, вполне могло быть. Вот. Но вот он сделал вывод, что революция возможна даже в отсталой стране, в слабом звене капиталистического мира, в слабом звене, да, в котором накопились противоречия больше всего и так далее. Ну, вот эти условия для революции, для революционного кризиса. И такой страной, ну, Ленин, видимо, уже подразумевал, такой страной становилась Россия на рубеже 19-20 века.
И далее, значит, вот он, значит, ну, во-первых, Ленин дал вот этот вывод, это революционный вывод, да, вот действительно, революция победила в довольно слабой стране по сравнению с другими. Капиталистической будем считать, капиталистической, феодальной, да, но более слабой, чем другие страны. Потому что у нас накопились противоречия, и у нас, в общем-то, вот была создана очень передовая такая смелая, активная партия большевиков, которая сумела в определенной мере вот в центрах, в промышленных центрах и так далее сплотить рабочий класс и благодаря рабочему классу прийти к власти. И далее вы знаете, что, да, у Ленина была идея тоже о том, что он вообще-то, Владимир Ильич Ленин, когда пришли к власти, был создан Третий интернационал, потому что первый как бы был распущен, второй себя изжил, потому что он как бы Второй интернационал, созданный Энгельсом, там социал-демократические партии Европы предали фактически дело Маркса и Энгельса, перешли на соглашательские позиции с буржуазией и так далее. Ленин говорил о партии нового типа, вот партии большевиков, которая стояла на революционных, на марксистских позициях. Вот. И далее, значит, вот, да, он говорил, да, сначала у него была идея, и был создан Третий интернационал, Коминтерн, Коммунистический интернационал в 19 году. Ну, Ленин с помощью интернационала, видимо, и так далее, рассчитывал, что... Ну, Ленин, да, у него была такая идея о том, что все-таки наша страна, он в какой-то мере был согласен с мнением меньшевиков, Плеханова и так далее, что наша страна слабая достаточно для того, чтобы возглавить в целом революционное движение во всем мире. Надо опереться на какую-то более мощную, более развитую страну. Он вообще-то рассчитывал даже не на Францию, не на Англию, а на Германию. Вот в Германии был довольно сильный рабочий класс, ну, развитая страна, индустриальная, да, и там действительно вот постепенно возродилась и начала развиваться коммунистическая партия. Ну, в союзе с Германией, да, вот если бы там победил социализм, да, революция и Советский Союз, ну, конечно, это был бы очень мощный тандем. Вот. Но, к сожалению, там вместо коммунистов в конечном итоге придут фашисты. То есть крайне правое крыло капиталистического лагеря. Так, значит, ну, у Ленина потом появится идея, которую потом Сталин будет воплощать в жизнь. Да? Это идея о том, что социализм, ну вот раз в мировом масштабе он может замедлиться, этот процесс, да, то Ленин говорил, что социализм, ну про коммунизм он не говорил, что социализм можно построить в одной отдельно взятой стране. Это вообще-то идея Ленина. Потом Сталин, развивая эту идею, действительно ну, боролся с троцкистами и другими, которые вот эту идею не поддерживали. Они считали, что Россия это просто, как говорится, топливо для мирового пожара, вот, что мы ну, как бы зажгли этот мировой пожар революционный, что наша страна не главная будет в этом революционном процессе. Ну, а вот Ленин и Сталин потом, они все-таки пришли к выводу, что социализм придется строить в одной стране. А потом, вы знаете, Никита Сергеевич Хрущев и дальше забежал, вот, что и коммунизм можно в отдельно взятой стране. Ну, правда, уже социалистический лагерь возникнет, вот, но это позже. Да? Так вот, после победы октября, это была единственная страна, она большая, конечно, у нас, вы знаете, страна, в тех же рамках, что и сейчас, ну, учитывая еще вот, в рамках бывшего Советского Союза, победившая революция оказалась под ударами внутренних и внешних врагов. И свергнутые классы эксплуататорские, и тем более капиталистические страны зарубежные, страны Антанты прежде всего, да, вот, они совершенно не хотели воспринять победу рабочих и крестьян. Ну, во-первых, боялись за свои режимы, и во-вторых, конечно, они хотели задавить вот этот росток нового созидательного общества, так, и вообще, пользуясь слабостью нашей страны, расчленить ее, такие планы были у Антанты, у стран Антанты, захватить наше богатство. Вот. Поэтому была развязана гражданская война. Ну, Ленин говорил так, что если бы не вмешалась Антанта,
то внутренняя контрреволюция, ну, вот свергнутые классы, там, да, всякие казачьи и белогвардейские мятежи, потом они слились все как бы в довольно крупные армии, которые наступали на нашу страну. Ну, не без помощи Антанты, вооруженные, одетые и так далее. Если бы Антанты не было ее помощи, то, говорил Ленин, что мы с внутренней контрреволюцией довольно быстро бы покончили. Так? Вот. Но вмешалась Антанта, это называется иностранная военная интервенция, плюс помощь белогвардейским армиям. Вот. И война затянулась на 3 года. С 18 по 21. Ну, по 21. Ну, 2, 3. Там, в общем-то, гражданская война в разных регионах нашей страны, она длилась по-разному. Ну, основные события были да, в 18, 19, 20 годах. Это на европейской части там, и так далее. А на Дальнем Востоке в 22 году, вы знаете, Дальний Восток будет освобожден от интервентов и внутренней контрреволюции. Вот, так что, ну, и вот тут говорится о том, что был осуществлен переход к плановому хозяйству. Ну, это правда. Это впервые в мире, в нашей стране, впервые, значит, появился Госплан, плановое хозяйство. Весь капиталистический мир, ну, конечно, потом воспринял, сейчас они во всех странах плановых, у них начало есть. А тогда, конечно, капиталистический мир, там ведь собственники, они каждый планирует или там что-то регулирует самостоятельно. В государственном масштабе у них планирования не было, а у нас было, возникло. Да? Быстро справились с восстановительным периодом. Ну, действительно, страна очень сильно пострадала. 7 лет воевали. 4 года Первой мировой и 3 года гражданской войны. Конечно, страна очень сильно была разрушена, особенно европейская часть. Ну и, в общем-то, и вот юг Сибири, Дальний Восток. Поэтому восстановили с помощью чего? Вот с помощью перехода к НЭПу. От политики военного коммунизма, который был в годы гражданской войны. Такая, ну, вынужденная политика, да, жесткая политика была в период войны. Перешли к более гуманной, более как бы льготной, что ли, да, по отношению к крестьянам, по крайней мере, политики, учитывая их мелкобуржуазные взгляды. Крестьянин, с одной стороны, он собственник, с другой стороны, с одной стороны, он труженик, с другой стороны, он собственник все-таки. Имеет свое хозяйство, хочет иметь излишки, хочет продавать, что-то покупать, потому что крестьянам же нужны промышленные товары, техника даже. Ну, техника позже, тогда особо, ну, тогда ручные всякие орудия тоже нужны были. Вот, НЭП, очень важный период. Ну и даже вот в этот период началась борьба с неграмотностью, так. Ну, первые годы еще, как говорится, у нас были разные, ну, такая довольно оживленная культурная жизнь там и так далее, и так далее. Шли преобразования во всех отраслях жизни. Ну и вот, как сказано в конечном итоге, значит, дальнейшее развитие событий показало правильность курса партии на построение социализма в одной отдельно взятой стране. Ну, просто забегая вперед, Советский Союз просуществовал, ну, или советская власть просуществовала 74 года. Я вот тоже студентам всегда говорю. И вот представляете, ну, это очень надо, конечно, хорошо знать историю, чтобы представить, какие были условия там жизни и так далее, там порядки в царской России и что произошло за 74 года в Советском Союзе. Конечно, значит, преобразования были очень грандиозные, так, такие радикальные. Ну, и это как бы подтверждало о том, что революция была проведена не напрасно, и то, что вот Советский Союз, даже будучи в одиночестве сначала, до Второй мировой войны, да, вот, он сумел значительно, ну, провести очень большие преобразования и, мало того, выиграть, ну, одержать победу в такой глобальной войне, как Вторая мировая. Ну, сейчас вот о ней тоже чуть позже скажем. Вот, смотрите, дальше говорится так. Однако наша экономика еще продолжала отставать, ну вот после восстановительного периода, продолжала отставать от экономик ведущих капиталистических стран. Трудящиеся СССР осознали исключительную важность идеи Сталина
Иосифа Виссарионовича о необходимости за 10 лет преодолеть тот исторический путь, на который ведущим капиталистическим странам потребовалось не менее столетия. Ну, с такой речью он выступил в 1931 году на совещании хозяйственников, хозяйственных кадров. И вот он заявил о том, что если мы за 10 лет не преодолеем нашу отсталость, так, то мы будем разгромлены и порабощены. Вот. Поэтому вопрос стоит так. Или мы это сделаем, или нас действительно, нашу страну, ну, советскую власть, по крайней мере, ликвидируют. Да. Так, поэтому в кратчайшие сроки с использованием методов мобилизационной экономики была проведена индустриализация, которая в капиталистических странах заняла целую эпоху. Ну, там по-разному, значит, до 100 лет действительно в некоторых странах. Ускоренными темпами прошла коллективизация сельского хозяйства, была ликвидирована массовая неграмотность, осуществлена культурная революция. Все это позволило вывести общество на качественно новый уровень. Ну, вот коротко, значит, смотрите, да, вот первые, как раньше говорили, сталинские пятилетки, первые пятилетки, да, 2,5 пятилетки, вот за каких-то 12-13 лет в нашей стране была проведена, ну, 15 лет, скажем, не более, да, была проведена индустриализация. Это, конечно, очень грандиозное дело, потому что в других странах это действительно до 100 лет проходила вот эта капиталистическая индустриализация. И в основном, ну, не скажу, что полностью, да, но в основном как бы индустриализация достигла своих целей. Имеется в виду, была создана крупная промышленность, так, тяжелая промышленность, группа А, была создана оборонная промышленность, самое главное, да, вот. Ну, несколько отставала легкая промышленность, пищевая, транспорт, потому что на них уже средств не хватало. Они как бы по остаточному принципу инвестировались, да. Вот. Но, что сказать, да, вот эта мобилизационная экономика, ну, это вынужденный, конечно, шаг, потому что в нашей стране с 17 года, вот я говорю, мы там одержали первую победу, но Ленин в гражданской войне, Ленин предупреждал, что нас в покое не оставит, надо готовиться к следующим походам мирового империализма. Поэтому вот буквально по окончанию войны и вплоть до нападения фашистской Германии на нас, страна готовилась к новым возможным военным столкновениям. Вот живя в такое довольно экстремальное время, конечно, вот, ну, в определенной мере Сталин и сам всегда, как говорится, ускорял события, да, ну и с другой стороны, действительно, вот обстановка внутренняя и внешняя требовала очень чрезвычайных мер мобилизационной экономики. А мобилизационная экономика, ну, особенно вот в коллективизации, знаете, конечно, это не всегда хорошо, да, но это вынужденный шаг. Да, конечно, наломали дров несколько, вы знаете, там, да, вот. Но коллективизацию, кстати, проводили для чего? В значительной мере для того, чтобы провести индустриализацию. А на втором плане стояли интересы крестьян, конечно. Ну, коллективизация, тем не менее, кооперирование, коллективизация – это все равно путь, которым должно идти крестьянство, чтобы развиваться более успешно. Не фермерский там путь, да, вот, частник, кулак, там, фермер и так далее. Он, как сказано в каком-то лозунге, значит, фермер страну не накормит. Так, не знаю, там в Америке и так далее. Ну, там они тоже все с помощью государства работают и так далее. Ну, во всем мире с начала 20 века вот такая идея кооперирования, она получила развитие. Не только в нашей стране. Кооперирование, так? Это очень такой позитивный, перспективный курс был. И, конечно, вот, ну, коллективизация у нас, конечно, была проведена очень ускоренными темпами. Там, и, конечно, немало было ошибок там допущено. Но в конечном итоге коллективизация, она свою роль сыграла и в создании нашей промышленности, да, и потом, как сказано было, и в годы войны. Вот в годы войны колхозы, совхозы, в основном восточных районов, это
половина тех колхозов, совхозов, которые были до войны, то, что потеряли в оккупированной части, они все-таки тоже справились, ну, в основном как бы справились со своей задачей, обеспечивая продовольствием население городов там, да, и армии, и обеспечивая сырьем промышленность. Вот. Ну и культурная революция. Культурная революция тоже проводилась, конечно, достаточно такими революционными темпами, тоже, ну, во всех направлениях. Вы знаете, когда идет мобилизационная, такая чрезвычайная меры проводятся, да. Наша страна, знаете, почему тут еще некое противоречие? Потому что, ну, такое не противоречие, а противостояние некое, да? Потому что наша страна большая, достаточно консервативная, ну, я говорю, феодальные даже моментов еще много было, не то что капиталистических. У нас быстро реформы проводить очень сложно. Обычно это растягивается на года там, и так далее, да? Ну вот в данных условиях, я говорю, когда угрожала, ну, внешняя, прежде всего, опасность, ну, в какой-то мере внутренняя, потому что внутренние не все были согласны с советской властью, не все были довольны там, и так далее. Ну, определенная часть пострадала. Вот. Поэтому, конечно, может быть, власти чересчур преувеличивали, да, вот эту, как говорится, опасность пятой колонны. Но, тем не менее, значит, были приняты меры, и ну, об этом чуть ниже, да, вот. Культурная революция. Культурная революция – это прежде всего, ну, Ленин говорил, это ликвидация безграмотности – это как бы первый шаг. Первый шаг, что было сделано до войны. Второй шаг – это надо, чтобы наше население получило достаточно высокое образование, которое позволило бы развивать все отрасли культуры, науки и так далее. Потому что на начальном образовании далеко не уедешь. Вот. Но перед войной все-таки в основном мы вот первый этап совершили. Второй этап, переход к 7-летнему, тем более среднему образованию, он только начался. А тут его прервала вот война, Великая Отечественная война. Вот. Так что вот этот период, да, он... ну еще тут такой момент, да, надо добавить, что все эти процессы, ну, в какой-то мере начинались до революции. Ну, тоже Столыпина вспоминаем и так далее, да. Индустриализация капиталистическая, она в какой-то мере началась еще до революции. Но это была капиталистическая индустриализация, она охватывала только отдельные отрасли. Отдельные отрасли и, конечно, носила очень ограниченный характер. Коллективизации как таковой не было. Мало того, Столыпин хотел вообще ликвидировать общину, вот этот общинный коллективистский характер крестьянства, да, и создать фермеров, можно сказать. Фермерский путь, поставить нашу страну на фермерский путь. Кстати, наша страна не Америка, мы в основном в сельском хозяйстве должны работать коллективно. У нас очень сложные природно-климатические условия, северная страна, вот у нас, как говорится, сложные очень условия, поэтому без коллектива сельское хозяйство развивать очень сложно, без помощи государства, тем более. Да? Так, и даже культурная революция, в какой-то мере, да, были шаги, да, вот иногда говорят, вот там Столыпин тоже, да, он ставил задачу, Столыпин, о том, что внедрить начальное образование. Ну, эта задача только была поставлена, а фактически она не была решена, конечно. До революции грамотными в основном были кто? Городское население, ну, рабочие в определенной мере, да? А огромная масса сельского населения, она была безграмотна. Поэтому культурная революция, ну и еще культурная революция, это, мы говорим, что это, да, не только вот поднятие образования, развитие научных знаний и так далее, но это и приобщение к культурным ценностям. Вот раньше все-таки культура в определенном мире, искусство были отделены от народа. А Ленин что сказал? Искусство принадлежит народу. Кино важнейшее из искусств и так далее. Поэтому это были очень важные моменты. Так, дальше, следующий этап. Мирное развитие СССР было прервано вероломным нападением фашистской Германии и ее сателлитов. Агрессия привела к гибели миллионов людей и колоссальным разрушениям.
массовый героизм советских людей в Великой Отечественной войне, успешное восстановление народного хозяйства и дальнейшее развитие страны вновь доказали исторические преимущества выбранного нами социалистического пути развития. Вот. Ну, тут коротко, значит, да, конечно, как и предбежал Ленин, значит, да, империалистический Запад, прежде всего, да, не оставил нас в покое и развязал. Ну, во-первых, конечно, знаете, Первая и Вторая мировые войны – это войны отдельных групп империалистов между собой. Вообще-то они решали вопросы, кому править миром, кто будет больше иметь колоний, рынков сбыта, рынков сырья, сфер приложения капитала и так далее. Вообще это две группы, да, вот и в Первой мировой войне, и во Второй почти те же союзы столкнулись. Германский союз с одной стороны, да, и с другой стороны вот эти англосаксы с французами. Так, но Вторая мировая война, она дополняется еще новым фактором. Появилось социалистическое государство, Советский Союз, которое раздражал и одну группу государств, и другую группу государств. И те, и другие, в общем-то, нас не любили, но учитывая, что фашистский блок, значит, оказался более такой большей опасностью для второй группы, для бывшей Антанты, да, то они временно пошли с нами на союз. Была создана антигитлерская коалиция. Ну, вот, войны всегда идут не в одиночку, там, как правило, создаются союзы, да, вот. И Германия с Японией имели свой союз, да, и, значит, и Советский Союз тоже, вот, благодаря, значит, сотрудничеству с Соединенными Штатами, с Англией и другими странами сумели одержать победу. Ну, конечно, главную роль в разгроме Германии, главного, значит, фашистского государства, так сыграл Советский Союз. Это до сих пор не могут принять Запад, считая, что они там главную роль сыграли. Ну, с Японией это точно они считают. Ну, с Японией, ладно, мы не будем там сильно, как говорится. Мы разгромили Квантунскую армию, это сухопутная армия, да, ну, а на морях, конечно, там больше победы имели англоамериканцы, ну, вот. Но без нашей помощи они бы Японию очень долго еще с Японией воевали. Так, ну вот я вам сказал, то, что было сделано перед войной, вот заложен фундамент, в определенной мере, да, фундамент материально-технической оборонной базы, вот это все сыграло нам на пользу. Мы в основном благодаря своим возможностям, ну, помощь была, там, ленд-лиз и так далее, но в основном благодаря своему производству, своим людям мы одержали победу, сумели переломить ход борьбы и разгромить очень опасного противника. Так, ну а дальше, смотрите, в стране, да, ну и вот считается, что и этот факт, и дальнейшее развитие послевоенное, она указывает на то, ну вот в программе говорится, что выбранный курс в 2017 году, он подтверждался о том, что это правильный был выбор. Так, дальше складывался единый народно-хозяйственный комплекс, основанный на принципиально новом типе разделения труда. Гражданам были гарантированы все важнейшие социальные права на труд, отдых, охрану здоровья, материальное обеспечение в старости, жилище, образование, пользование достижением культуры. Неуклонно росло благосостояние, продолжительность жизни населения. СССР впервые в мире осуществил полет человека в космос, обеспечил использование атомной энергии в мирных целях. Значит, у нас в стране произошел расцвет науки и культуры. Советский социализм выступал мощнейшим фактором мира и стабильности на международной арене. Русское чудо, ну, в кавычках берется, да, демонстрировало гигантские возможности социалистического строя и вызывало заслуженное уважение всех народов планеты. Так, ну вот тут немножко добавлю, значит, смотрите. Ну, народно-хозяйственный комплекс, да, постепенно новый тип в том плане, что
Ну да, у нас совершенствовалось производство, у нас все республики в той или иной мере получили разное развитие, прежде всего промышленное развитие, ну и сельскохозяйство поднималось, культура поднималась и так далее, да. Конституция, ее называли сталинской, да, 5 декабря 1936 года гарантировала, вот она была самой демократической на тот период в мире, об этом американцы даже писали. Вот Конституция 1936 года действительно гарантировала гражданам важнейшие социальные права. Так? Ну, другое дело, что у нас в то время не все было воплощено в жизнь, но вот такие гарантии были уже заложены. Так? Вот. И, конечно, вот послевоенный период, ну, лично я сам свидетель, вот я 45-го года рождения, значит, послевоенный период, действительно, очень сложное было время после войны. Разрушенная страна, очень бедная, очень, как говорится, сложности были, очереди за хлебом были там и так далее. В общем, короче, но потом постепенно, к 70-м годам и так далее, шел действительно неуклонный рост. Это было заметно. Так? Рост благосостояния, продолжительность жизни росла. Так? Ну и, конечно, вот наши достижения послевоенные, которые были заложены еще после войны и осуществлены в период оттепели, это полет в космос Гагарина и другие космические достижения, да? Вот. Это атомная, ну не только бомбу создали, мы первые стали применять атомную энергию в мирных целях. Вот сейчас у нас есть атомные электростанции, по всему миру получили развитие, да? Это атомные ледоколы, ну и так далее. Ну, конечно, и в военных целях мы тоже используем атомные, вот, атомные подводные лодки, ну, вот ядерное оружие, конечно, сейчас очень страшное и так далее. В то же время вот идет рассвет науки и культуры. Так? Вот. Ну, достаточно сказать, что всякие декады проводились, вот они в какой-то мере, ну, до войны не помню, там, может быть, там сельскохозяйственная выставка, ну, какие-то вот такие общесоюзные форумы культуры проводились. А после войны это разные декады, которые проводились в Москве, декады одного народа, другой республики там, и так далее, и так далее. Значит, всякие были, ну, общение шло культурными ценностями между всеми республиками и регионами нашей страны. Так, что еще, да? Ну вот, а на международной арене действительно, только благодаря Советскому Союзу Америка не развязала ядерную войну, она уже была готова против нас применить ядерное оружие. Ну, вовремя создали противовес, свое ядерное оружие. И вот эти вот две ядерные державы, две сверхдержавы, они все-таки удерживали какое-то равновесие в мире, пока не рухнет наше государство, да, и вот Америка потом возомнит себя единственной сверхдержавой и гегемоном в мировом масштабе, глобалистом. Так, ну и вот это вот, вы знаете, я тоже у студентов всегда говорю, вот смотрите, Советский Союз, который, вот царская Россия хвастает, да, ну 5-е место в ней было по промышленному производству, общему объему промышленного производства. Наша страна уже в течение первых 5 лет и так далее, до войны уже вышла на 2-е место по объему промышленного производства, уступая только Америке. После войны мы сильно, конечно, снизили, ну, у нас упало производство, а потом мы с 25% от американского производства мы поднялись к 70-м годам до 60, если не больше. То есть мы догоняли Америку. Следующий этап. Вот о некоторых, значит, ошибках далее говорится, да. Однако задача создания производительных сил, соответствующих социалистическому способу производства, была решена далеко не полностью. Да? Утвердившаяся в стране мобилизационная экономика обусловила предельно жесткое огосударствление и централизацию многих сфер общественной жизни. Не был своевременно приведен в соответствие с потребностями производительных сил хозяйственный механизм. Рос бюрократизм, сдерживалась самоорганизация народа, снижались общественная энергия и инициатива трудящихся. Имели место серьезное отступление от одного из ключевых принципов социализма, от каждого по способностям, каждому по труду. Достижения научно-технической революции не были в полной мере соединены с преимуществами социализма. Это уже после войны. Было допущено необоснованное забегание вперед, вот,
что особенно проявилось в принятой в 1961 году третьей программе КПСС. Ну тут еще, там дальше еще чуть-чуть будет о определенных нарушениях, которые были там в 30-е, это чуть дальше, да. Ну вот, значит, определенные, значит, недостатки все-таки, ну, мы считаем, что вот первые 70 лет, ну, округленных, да, у нас и в Китае, это первичный социализм. Ну, действительно, по историческим меркам это очень небольшой срок. Это срок жизни одного человека, 70-74 года. Вот. Человек, вы знаете, в жизни, ну, конечно, много, некоторые очень многое успевают, некоторые успевают меньше, но, тем не менее, это срок не очень большой в историческом. И у нас, конечно, это был первый опыт социализма, поэтому без недостатков не обошлось. Ну, вот по порядку тут пойдем, да. Значит, у нас задача создания производительных сил, соответствующих социалистическому способу производства, была решена далеко не полностью. Имеется в виду, вот я вам говорил, да, индустриализация, которая была проведена, ну, она где-то после войны, к концу 50-х годов, говорят, была завершена. Ну, и потом там уже переход к научно-технической революции пошел дальше, информационному обществу, как говорят, и так далее, да. Все-таки вот группа Б у нас отставала. Вот это, наверное, имеется в виду и до войны, и после войны. Так? То есть у нас вот этот перекос был. Группа А забирала на себя до 70-75% от всего государственного бюджета. И только 25% оставались на все остальные нужды. А вот 75% уходило в тяжелую промышленность, оборонную промышленность и так далее. Это явный перекос. Так, теперь мобилизационная экономика. Ну, конечно, знаете, мобилизационная экономика, она характерна для военного времени. Вот в военное время она себя проявила очень неплохо. Жесткая централизация, огосударствление всего там и так далее, да. Все подчиняется центру. Но в мирное время, и вообще, как говорится, социализм, это творчество масс, говорил Ленин, да, творчество народа. То есть надо вот действительно проводить больше, ну, как бы, больше инициативы давать людям и так далее. Но у нас вот это сохранялось в определенной мере чуть не на протяжении всех 70 лет. Жесткая, довольно мобилизационная экономика и определенная унификация. Не был приведен не был приведен в соответствие с потребностями производительных сил хозяйственный механизм. Ну вот, имеется в виду, ну здесь больше хозяйственников и экономистам как бы виднее, да, но механизм хозяйственный, он должен, конечно, поспевать за развитием промышленности, сельского хозяйства и так далее. Не всегда это было. Он отставал, консервативным был и так далее, да, очень костным был таким. Рос бюрократизм. Вот бюрократизм пришел к нам с дореволюционных времен. Знаете, бюрократизм начал зарождаться, ну, может быть, еще там чуть не со времен Ивана Грозного, если не раньше. При Петре еще больше стало чиновников, да, вот, известный Табеда Рангов там. При Николае Первом еще больше там стало этих чиновников и так далее, и так далее. И вот бюрократизм пришел к нам в определенной мере еще с дореволюционной России. Ну, в советское время за 70 лет, конечно, его полностью ликвидировать не удалось. Появились советские бюрократы, были дореволюционные, там, царские бюрократы, стали советские бюрократы. Бюрократия – это такое явление, да, это, значит, которое и до сих пор, вы знаете, ну, в определенной мере задерживает развитие, значит, всякие рогатки бюрократические, как говорят, ставят, да. В общем, у нас, ну, мы как-то вот со времен царских еще и так далее, все через бумажки, все через определенные и так далее, и так далее. У нас ничего не добьешься, если там не оформишь кучу бумаг. Так, сдерживалась самоорганизация народа. Ну, вот потом снижалась общественная энергия, инициатива трудящихся. Ну, вот где-то в период оттепели определенные подвижки начались, ну, потом как-то они стали тоже затухать уже после, позже, да, но, тем не менее, вот, когда людям дают возможность, вот они, знаете, очень много чего могут сделать.
И тогда действительно вот возникли и народные дружины, и всякие комитеты родителей там, и так далее, и так далее. Вот, это очень... А все это повышает общественную активность и, как говорится, улучшает развитие общества. Были серьезные отступления от вот этого ключевого принципа, да? От каждого по способности, каждого по труду. У нас имеется в виду, что у нас народ все-таки трудолюбивый, ну, может быть, по производительности труда мы еще отстаем там от западных стран, но там система, как говорится, потовая система, там людей гоняют, потому что они боятся потерять место и так далее. Да? У нас этого не было. Дальше. Достижения научно-технической революции не были полностью соединены с преимуществами социализма. Ну, казалось бы, да, научно-техническую революцию, да, вот достижения разного рода, так, социализм должен использовать больше и в интересах людей, так, чем капитализм. Капиталисты, они используют, ну, достижения, они используют, они вот и всегда, как говорится, все новинки улавливают капиталисты, но они все это используют в интересах все-таки в конечном итоге, как говорится, руководящей вот этой капиталистической верхушки, в целях прибыли, получения прибыли там и так далее, да. А у нас, вот, по идее, казалось бы, социализм должен был, значит, научно-технические революции, ее достижения использовать. Но вот я говорю, какой-то консерватизм, бюрократизм и так далее нашей системы, вот, он не позволил это сделать, и мы стали отставать. Вот так, ну и забегание вперед. Забегание вперед, так, тут даже вот наш профессор Лазарь Степанович Филиппов говорил о том, что и Иосиф Виссарионович Сталин тоже в определенной мере допускал теоретические ошибки. Вот перед войной, в 30-е годы, там, на 18-м съезде, в 1939 году, было объявлено, что в стране социализм в основном построен за каких-то 20 лет после революции, при таких очень сложных условиях. Но это было явное, конечно, ну не явное, но в определенной мере это забегание вперед, был построен фундамент начала социализма, да, но полностью он в основном не был, конечно, еще построен. Вот. Или, ну, тем более Хрущев. Ну, Хрущев, вот его ругают, что вот он там решил коммунизм строить в отдельно взятой стране. Но Хрущев, вы знаете, я вам так скажу, Хрущев не был таким уж достаточно самостоятельным теоретиком и так далее, да? Хотя он, конечно, был не глупым человеком, но образование у него очень слабое было, конечно. Да? Он в определенной мере отталкивался от тех идей, которые возникли после войны, еще при Сталине. А тогда уже говорили, что вот речь идет о завершении строительства социализма и постепенному переходу к коммунизму. Об этом даже на 18-м съезде говорили, да? То есть в 1939 году. Ну и вот Хрущев, используя вот эти вот моменты, решил показать, что он первопроходец, да, и вот была принята вот эта вот явно несостоятельная третья программа КПСС. Строительство, ну, хотя и говорилось об основах коммунистического общества, так, но это было явное забегание вперед тоже. Так, теперь давайте еще немножко, да, значит, главная задача, которая стала перед обществом, после войны имеется в виду, заключалась в том, чтобы перейти от прежних, во многом еще несовершенных форм социализма к более зрелым его формам, обеспечить развитие в СССР реального социализма на собственной основе. Предстояло не только формально и юридически, а реально на деле обобществить производство, добиться более высокого по сравнению с капитализмом уровня производительных сил и качества жизни народа, перейти к самоуправлению трудовых коллективов, использовать более действенные мотивы и стимулы к труду, последовательно создавать условия для гармоничного и всестороннего развития личности. Вот. Так, продолжение предыдущего, да, вот что я тут говорил, конечно, вот стояла задача привести в соответствие и экономические, значит, моменты, и политические моменты, и социальные моменты, и культурные моменты. Жизнь не стоит на месте, постоянно надо совершенствовать развитие всех этих форм. У нас этого не было. Ну, не то, что не было, у нас шло очень медленно, с запозданием, с задержками, с какими-то, значит, необоснованными
Советские люди осознавали необходимость назревших перемен, однако руководство страны медлило с принятием нужных решений и не проявляло должной настойчивости в их реализации. В результате в обществе накапливались трудности, проблемы, неблагоприятные тенденции. Они мешали использованию преимуществ социалистического строя и деформировали его, сдерживали движение вперед. Это вызывало у многих людей разочарование и неверие. Вот видите, вот это вот, если руководство не идет вперед, не идет навстречу народным потребностям, даже люди, массы осознавали, что нужны перемены какие-то, нужны что-то, как говорится, делать. А руководство этого не понимало, не видело. Вот. И это вызывало противоречия между коммунистической партией, между руководством коммунистической партии и массой населения. Конечно, отсюда вот возникали, ну, не только диссиденты разного рода там, да, но и вот возникали, да, такие довольно критические замечания в адрес наших руководителей. Без учета этих обстоятельств нельзя правильно понять такие противоречия отечественной истории, как сочетание массового созидательного энтузиазма трудящихся с нарушениями социалистической законности в 30-е 40-е годы, ну, так, которые были решительно осуждены нашей партией. Смотрите, коммунистическая партия стремилась быть авангардом рабочего класса и всего советского народа, включала в себя наиболее активных подготовленных граждан, обладала преданными делу социализму кадрами, имела высокий авторитет в мировом революционном движении. Однако в деятельности КПСС к началу 90-х годов накопились серьезные негативные явления. Кризис, поразивший советское общество, в значительной мере обуславливался кризисом в самой партии. КПСС оказалась в затяжном теоретическом застое. Вот. Ну и на этом вот я сейчас кое-что объясню. Значит, смотрите. Ну, во-первых, да. Во-первых, вот то, что касается наших противоречий. Ну, действительно, вот это были негативные моменты начального периода строительства социализма. Да? С одной стороны, энтузиазм невероятный был. Вот первые пятилетки. И в то же время шли нарушения социалистической законности. Вот, репрессии, ну, их называют сталинские репрессии, да, 30-х, 40-х годов. Вот. Дальше, значит, коммунистическая партия стремилась быть авангардом, да, включала наиболее активных подготовленных граждан, и в то же время падал ее авторитет. Почему? Потому что руководство вот, значит, не решало многие накопившиеся проблемы. Вот это все, особенно мы считаем, вот вообще, как говорится, наши руководители и так далее сейчас считают, что теоретики считают, что именно КПСС, ну, вот к власти пришли Хрущев, Брежнев, потом, значит, Андропов, там, Черненко и так далее. Да? Вот в теоретическом плане считается, что они, в общем-то, не соответствовали своему времени, они отставали, они плохо понимали марксизм, ленизм, его развитие на современном этапе и так далее. Так? И вот это вот все приведет к негативным явлениям в 90-е годы. Хотя, казалось бы, значит, партия действительно руководила, и очень мощно руководила, значит, и производством, и социальной сферой, и культурными достижениями, и научными достижениями и так далее. Вот, ну, вот тут еще вот такой, давайте, момент последний, да. Ага. Как предупреждал Ленин, к правящей партии присосалось немало чуждых элементов, безыдейных карьеристов и приспособленцев. Эти носители мелкобуржуазной идеологии всегда представляли для социализма особую опасность. Погоня за численностью партийных рядов, отсутствие механизма сменяемости и омоложения кадров, руководящих кадров, ослабляли КПСС. Политически зрелая ее часть не смогла оказать должного влияния на деятельность руководящих структур и предотвратить растущее проникновение в партию классово чуждых, враждебных ей лиц. Недооценка опасности происходивших процессов, монополии на власть и на идеологию, перерождение части партийных лидеров ввергли КПСС в состояние зазнавшейся партии. Так? Все глубже становился отрыв ее руководителей от миллионов коммунистов, от трудящихся.
Ну, все мы в какой-то мере, ну не все мы, а вот те, кто в возрасте, помните, и времена Хрущева, времена Брежнева и так далее, да, ну мы, может быть, не вникали так и не знали, что там творится на самом верху, в руководящих структурах, да, вот. Ну, как-то вот действительно вот эти негативные моменты, наряду, я говорю, с общей тенденцией роста благосостояния, развития общества по отдельным отраслям, да, все-таки вот в обществе, да, вот эти вот моменты накапливались, критические замечания, критика в адрес, значит, руководителей и так далее, да, потому что, ну, вот, народные массы как бы интуитивно понимали, что нужны определенные перемены, что что-то у нас в партии, в государстве делается не так. Ну и вот тут, видите, вот действительно численность партийных рядов выросла до 14 миллионов, если я не ошибаюсь, было к 91 году. 90. Сейчас партия около 600 тысяч. Это те, кто действительно остались верны идеям. Куда девались все остальные 14 миллионов, там 13,5. Ну, на этом мы сегодня заканчиваем. Далее как раз вот у нас будет второй этап, значит, вторая половина вот этого вопроса, который будет называться, ну, как, вот, почему распался Советский Союз и пути спасения нашего Отечества. Спасибо за внимание. На сегодня заканчиваем.